Таджикистан продолжает удивлять своими жесткими заявлениями. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, в чем глава МИД Таджикистана обвинил третьи страны. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Министр иностранных дел Таджикистана Сираджидин Мухаридин принял участие в виртуальной встрече, посвященной вопросам Афганистана, где подверг критике действия радикальной группы Талибан в провинции Паншер. Данная встреча была инициирована США и Германией, и в ней приняли участие министры иностранных дел ряда стран, в том числе Таджикистана, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, а также руководители ЕС, НАТО и ООН. Затронув вопрос о продолжающихся боевых действиях в Паншере, глава МИД Таджикистана добавил, что талибы использовали авиацию при атаках на Паншер с помощью третьих стран, убив большое количество таджиков, однако он не назвал эти страны. Ранее индийские СМИ сообщали, что пакистанские боевые вертолеты и беспилотники атаковали позиции фронта национального сопротивления во время наступления талибов в Паншерском ущелье. Во многих городах Афганистана прошли антипакистанские протесты. При этом представитель армии Пакистана опроверг утверждение о том, что пакистанские беспилотники атаковали Паншер. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Министр иностранных дел Таджикистана призвал международное сообщество повлиять на талибов и помочь найти политическое решение нынешнего кризиса. Мировое сообщество уже 20 лет не может навести порядок в Афганистане и оставило в наследство десятки тысяч террористов в этой стране, подчеркнул он. В середине августа талибы в ходе стремительного наступления взяли под контроль всю территорию Афганистана, без боя захватив столицу и крупнейший город Кабул. До этого момента радикалы участвовали с властями страны в переговорах о создании коалиционного правительства. После захвата власти представители движения заявили, что не нуждаются в коалициях и сформируют правительство самостоятельно. Афганистан уже объявлен Исламским Эмиратом, светская власть в котором будет находиться под религиозным контролем. Ни одна страна пока официально не признала правительство Талибана, но некоторые страны, в том числе Узбекистан, приветствовали его создание. Мы надеемся, что данное решение приведет к достижению широкого национального согласия, установлению устойчивого мира и стабильности в этой стране, говорится в сообщении на официальном сайте МИД Узбекистана. Таджикистан поддержит только инклюзивное правительство с участием всех этнических групп, в котором таджики Афганистана займут свое достойное место, подчеркнул Сираджидин Мухридин. Глава МИД Таджикистана в тот же день на другой онлайн-встрече, организованной по инициативе Пакистана, сказал, что мы не признаем ни одно правительство, сформированное без референдума и представителей всех этнических групп. Это была первая встреча министров иностранных дел соседних с Афганистаном стран – Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Пакистана, Ирана и Китая в виртуальном формате. Как вы относитесь к такой позиции правительства Таджикистана? Вы поддерживаете ее? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!